Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. От того, как развиваются сегодня наследие и районы республики, во многом зависят показатели социально-экономического развития всего региона. Сегодня гость нашей студии Николай Харбин, глава Алекминского района. И с ним мы поговорим о том, какие изменения происходят в Улусе, как реализуются национальные проекты, призванные улучшить и сделать комфортной жизнь якутян. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы буквально на днях приняли участие в совещании главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, где были обсуждены два стратегических указа. Один касается развития арктических районов республики, второй – об улучшении экологической безопасности. Вот как глава одного из самых крупнейших районов Якутии, что вы вынесли для себя важного и полезного с этого совещания? Да, действительно, именно на таких больших расширенных совещаниях решаются вопросы развития республики, районов и улусов. Конечно, может быть, указ о стратегическом развитии Арктики в какой-то степени может показаться, что не касается нас. Тем не менее, Алекминский район, он славится именно своими сельхозтрадициями, и в плане обеспечения продовольственной безопасности, конечно, мы имеем также отношение и к данному указу. Ну и что касается второго очень важного для республики в целом указа об экологическом благополучии, здесь также важно понимать, что научно-технический прогресс не остановить, и в условиях, в тех непростых условиях, в которых находится наше государство, в условиях беспрецедентных санкций, направленных на уничтожение экономики нашего государства, важно развиваться. Поэтому и развитие, в первую очередь, связано обеспечение экономической стабильности с развитием производства и промышленности. Тем не менее, мы не должны забывать о нашей хрупкой природе. И как раз-таки указ направлен на сохранение окружающей среды. И были даны установки, по которым должны мы, главы районов, работать на местах. Что еще важно именно для нас, как для глав районов в данном указе, полностью расписан и расписан механизм и алгоритмы реализации данного указа. Здесь важно также, что важно, мы подчеркнули для себя, это также касается так называемых окрашенных платежей. Это зеленые платежи. Тоже в свое время курс, заданный лидером нашего государства, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в свое время был принят указ о том, что те отчисления, которые идут по линии экологии, это выплаты по негативному воздействию на окружающую среду и так далее, они поступают в бюджеты. Но там конкретно прописано, куда мы можем эти средства потратить. Ну и в последние годы у нас была ситуация, так это деньги имеются, но мы в тех прописанных рамках не могли их применить, то есть на те задачи, которые были прописаны. И данный стратегический указ главы республики как раз-таки поясняет, как это можно сделать. Здесь также акценты ставились на развитие проектных офисов, развитие института общественных экологов. Как раз-таки кочующие оленеводы, они как никогда под это дело очень хорошо подходят. То есть они наделяются определенными полномочиями экологического инспектора, эколога, которые могут мониторить и видеть те или иные нарушения, которые происходят. Так как зачастую традиционное ведение данного хозяйства, оно находится в труднодоступных, отдаленных местах, куда невозможно попасть по речным артериям, наземного транспорта отсутствует, и не всегда даже можно... По воздуху? По воздуху тоже не всегда можно, так как это у нас подножие станового хребта, это перевалы, и даже бывает так, что нелетная погода, перевал когда закрыт, даже вертолеты не могут вылететь. И здесь как никогда нам очень помогают наши оленеводы. Если раньше это было просто сигналят и невозможно попасть, но оленевод, наделенный правом, полномочием, может это дело фиксировать. Понятно, что не может
составлять протоколы, но акты о нарушении и фиксации он может в полной мере это делать. Они тоже имеют силу. Да, они тоже имеют юридическую силу. И, например, если это нарушение проходит систематически, то уже копится определенная фактура, по которому уже нарушитель в будущем, если вот уполномоченные органы их, скажем, уже поймают, они уже не отвертятся, так как вот эти все акты, они имеют юридическую силу и идут как доказательства. Скажите, а вот есть ли чем гордиться? Ведь принято считать, что люди едут туда, где благополучно. Алекминский район, может этим похвалиться? Да, ну, действительно, вот, обязательно для того, чтобы люди ехали, ну и самое главное, оставались в районе, необходимые условия — это вот комфорт и именно определенная привлекательность должна быть. Конечно, с развитием технологий это уже, скажем так, не роскошь, а необходимость. Это вот наличие высокоскоростного интернета. То есть вот, мы же принято считать, что молодежь тянется к интернету. И сейчас уже, повторюсь, этот век вот цифровизации, когда все переходит на цифру. Это вот госуслуги и так далее. То есть интернет — это уже просто необходимость. И в этом направлении, конечно, мы проделали, я считаю, совместно вот с правительством республики большую работу в отдельно взятом Алекминском районе, так как наш район один из крупнейших как по своей территории, так и по наличию населенных пунктов. Мы, наверное, в республике самые большие. Даже вот по недавним прошедшим выборам у нас мы идем после Якутска по наличию участковых избирательных комиссий. Порядка 40, это не считая временные участки. Поэтому вот наличие и раскиданность по всей территории, это у нас более 160 тысяч квадратных километров и порядка свыше 50 населенных пунктов. Вот представьте этот размах и так далее. И, конечно, проблемы интернета, особенно в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах, конечно, вот, стояла особенно остро. И повторюсь, что вот проведя большую работу, можно похвалиться у нас то, что вот активными темпами идет строительство оптоволоконной линии. В этом году завершается проект, который мы реализовывали, можно сказать, своими силами совместно с Ростелекомом. Ну, здесь мы всегда ощущали поддержку Министерства инноваций и цифрового развития. И до 2027 года, вот, повторюсь, вот этот КУС, он будет оснащен высокоскоростным интернетом. В этом году реализуется вот силами вот золотодобывающей компании «Норголд» проект стоимостью 170 миллионов, который построит ВОЛС по национальным наслегам. Это Жарханский национальный наслег, там 2 населенных пункта. Это Чаринский национальный наслег, отдаленный труднодоступный поселок Бескёль. И самый дальний наш поселок — это Тянский национальный наслег, село Тяне. До конца этого года будет оснащен высокоскоростным интернетом. Также у нас есть еще один поселок, который в своей стороне, ну вообще в стороне стоит, хоть он и не самый, ну по отношению к самой дальней Тяне. Есть еще у нас поселок Кудыкюль, тоже вот он отдаленный, но у него очень сложная логистика. То есть переход через перевалов постоянно нам это тоже хлопоты доставляет. И, конечно, это очень сложно. Тем не менее, данный поселок вошел в программу федеральную «Устранить цифровое неравенство 2.0». И в этом году вот оператор Теле2 в этом году должен у них появиться. И через канал спутниковой связи также у нас будет возможность у селян пользоваться высокой скоростью интернета. У нас началось строительство дороги в сторону Якутска. Это тоже историческое событие для нас. То, что вот мы всегда находились в транспортной изоляции, но теперь усилиями отраслевого министерства, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, правительства республики, благодаря которому есть возможность
реализации вот федеральных программ идет мощное развитие. Это все национальные проекты. Да. Плюс это как национальные проекты безопасной и качественной автомобильной дороги, так и региональные проекты. Вот, тоже, ну, тут можно долго рассказывать, но вот просто скажу, что очень мощный такой в последние годы рывок произошел по дорогам. И надеемся, что мы эти темпы не уроним. И все-таки, наконец-то, мы выйдем из так называемой транспортной изоляции зоны. И народ-то сам, наверное, инициативен. Вот хотя бы взять программу формирования комфортной городской среды. Да, у нас вот благодаря вот этим федеральным программам и вот курсу, который конкретно задал глава нашего государства, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, направлен на повышение качества и вот комфорта вот общественных пространств. И здесь наша городская администрация активно в этом направлении работает. И как раз-таки вот реализуются проекты. Вот сейчас идет голосование. И мы надеемся, что вот наши проекты пройдут как города, так и поселений. Какие задачи ставит перед собой район на ближайшее время? Ну, поскольку наш район, повторюсь, он ставился своими сельхозтрадициями, конечно, наш основной приоритет – это развитие сельского хозяйства. Тем не менее, как подчеркнул Айсан Сергеевич, мы уже входим в зону так называемых промышленных районов. Соответственно, сейчас ведется большая работа по эффективному взаимодействию, тоже подтягивая и сельское хозяйство, ну и не забывая о промышленности, а самое главное это вот налаживание и разработка механизмов эффективного взаимодействия. Вот на примере того же Тяньского национального стяга, о которых мы говорили, чтобы вот, по сохранению традиционного уклада жизни, ну а также вот, по сельскому хозяйству вот, надо, как говорится, восстановить былую славу нашей Алюкмы. Это вот здесь, конечно, мы уделяем большое внимание. Ну и правительство тоже большое внимание уделяет. Постоянно идет поиск и разработка новых механизмов стимулирования и поддержки вот, работников вот, данной сферы. Ну и повторюсь, что вот также не забываем о промышленности. Мы четко понимаем, что сейчас вот необходимо поднимать экономику страны и ориентироваться на внутренний рынок. Ну, по всем направлениям работаем. Самое главное для нас – это не дать рыбку, а научить дать удочку, чтобы люди сами научились ловить рыбу и крепко шли по земле на своих двоих ногах. Будут крепко стоять на ногах, будет развиваться район, и будет развиваться республика, а там и вся страна. Что ж, Николай Николаевич, я очень надеюсь, что все намеченные планы обязательно сбудутся, причем с довольно блистательным результатом. Спасибо, что к нам сегодня пришли, поговорили. Будем рады видеть вас в нашей студии еще. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.